К другим темам личный состав якутского поисково-спасательного отряда МЧС России провел сегодня тренировку по отработке навыков по спуску с вертолета на воду при помощи специального устройства. За тренировкой наблюдал наш корреспондент Виталий Абрамов. Александр Максимов, спасатель первого класса якутского поисково-спасательного отряда МЧС, быстрыми и уверенными движениями прикрепляет себя к тросу и первым десантируется на воду, так как сегодняшняя тренировка для него не впервой, а вот у некоторых это боевое крещение. Такие спуски, конечно, начинающим очень полезно, конечно. И полезно в том плане, что если работа бывает, Подобные операции – это всегда игра в команде. Задача экипажа – зафиксировать вертолет над заданной точкой, а задача спасателей – точно и слаженно спуститься с 30-метровой высоты. На случай внештатных ситуаций на лодке страхует еще один спасатель. Координирует все выпускающий. Моя роль – связь с экипажем, также проверка, как все закреплено, снаряжение, все ли карабины зафиксированы, правильный выход спасателей. Ну и, как сказал, еще связь с экипажем выше, ниже, там, правее, левее. Ну, в общем, следить, как спасатели отрабатывают все. Помимо спусков отрабатывается и спасение утопающих. Специально для нас фельдшер-спасатель демонстрирует, как правильно реанимировать человека, вытащенного с воды. Первым делом нужно уложить его на ровную поверхность и освободить дыхательные пути, в том числе стесняющую одежду. Дальше приподнимаем подбородок и, зажав ему нос, делаем 2 сильных выдоха в рот. Если дыхание не вернулось, начинаем непрямой массаж сердца. 30 быстрых надавливаний на грудь. И продолжаем чередовать эти действия. Проводить мероприятие нужно до прибытия скорой помощи, ну и, в принципе, как говорится, золотой час. В течение часа мы должны его реанимировать. Отработанные сегодня навыки якутским спасателям приходилось применять не раз. Ежегодно спасают горе-охотников, застрявших на островах из затертых льдами лодок, и эвакуируют людей с различных ЧС. Но и, как отмечают сами спасатели, тренировки для того и проводятся, чтобы выявить слабые стороны. И на боевом вылете проблем не было. Виталий Абрамов, НВК Саха, Намский Улус.